Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства, ролик был создан исключительно образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Ассаламу алейкум. Сегодня я хочу разоблачить очередную попытку переписать историю ингушского народа. Все началось с того, что один чеченский блогер-недоисторик опубликовал у себя видео, в котором утверждает, будто определенные ингушские тейпы и фамилии имеют не ингушское происхождение. Он опирается на сомнительные документы и пытается выдать их за истину. Вот то самое видео. В этом ролике будут приведены исторические сведения о происхождении ингушского народа, свидетельствующие о том, что ингуши как народ образовались из десятки сообществ разных национальностей. И начнем мы с книги Шукри Дахтилькова под названием «Происхождение ингушских фамилий». Хотелось бы сразу подчеркнуть, что Шукри Дахтильков – это известный ингушский ученый-краевед. Итак, в этой книге Дахтильков сообщает, что Алмазовы – это выходцы из Осетии, Анцадоевы или Анцудоевы, или же Амсадоевы – это выходцы из аула Ансалты, что в Дагестане, а именно тавлины по национальности, издавна проживающие в Икажево. Базалаевы или Базалиевы – выходцы из Дагестана, давно живут в Сурхахах и в Аль-Юрте. Мальшини – это выходцы из Абхазии, из-за кровной мести переселились в Верхние Ачалуки. В настоящее время у них растет 4-5 поколение. Они полностью ассимилировались в ингушской среде. Мурадовы, далаковские – это выходцы из Дагестана, проживают в длинной долине в Новом Джайраке и Алга-Юрте. Рамазановы издавна живут в Далакове, выходцы из Дагестана. Аваровы издавна живут в Сурхахах и в 1886 году при переписи указывали родной язык ингушский, являются выходцами из Дагестана. Акбиевы разного происхождения, проживающие в средних Ачалуках, ведут свою родословную от выходца из Кабарды-Шаула. В качестве доказательств он демонстрирует текст Шукри Дахтилькова, краеведа-любителя, который не является ни историком, ни архивистом. Он всего лишь записывал то, что ему рассказывали, без анализа, без критики, без проверки. Это обычный сборник сплетни. И даже в этом документе нигде не сказано, что ингушские фамилии происходят от чужих народов, там лишь упоминается слово «выходцы», и то без пояснения, на каких основаниях это написано. Но на этом манипуляции не заканчиваются. Тот же блогер приводит отрывки из книги Азы Чербижевой. Ингушские фамилии и тейпы сообщают нам, что Гарибековы – это кумыки по происхождению, проживающие в селе Сагопщи. Далее Аза Магомедовна рассказывает, что Ваделовы, предположительно выходцы из Абхазии, близкие с Куштовыми, проживают в Молдавском районе. Евлоевы – выходцы из Хексуретии, то есть из Грузии. Климатовы – выходцы из Кабарды, считаются братьями Укархоевых. Хашагульговы – выходцы из Кабарды, считаются побратимами Албагачиевых. Лягиевы, они же Эльбиевы, выходцы из Кабарды. Мамедовы из села Галаши – это потомки турка, плененного в русско-турецкую войну. Как мы знаем. Однако в реальности делает прямо противоположное. Она безо всяких доказательств пишет, что Евлоевы – выходцы из Хевсуретии, Ваделовы – из Абхазии, Гайрбековы – кумыки из Сагопши. Подобные заявления не только не подтверждены, но и вредны. Они разрушают идентичность ингушских тейпов и подыгрывают тем самым чеченским недоисторикам, против которых, по ее словам, книга и направлена. Это не научный труд, а набор слухов, представленных как факт. Ни одного архива, ни одной устной традиции тейпа, ни одного источника, ничего. А теперь самый главный момент. Все эти попытки чеченских блогеров выставить ингушей пришельцами или смешанными, выглядят особенно лицемерно, если вспомнить, что в самих чеченских трудах прямо признается, чеченцы – полиэтничный народ. В официальных документах и книгах чеченских авторов под редакцией Ибрагимова 2006 год, говорится следующее. Чеченцы – народ полиэтничный, с ним смешались представители многих народов Кавказа и Европы. На территории Чечни веками жили русские, ингуши, кумыки, осетины, армяне, нагайцы, казаки, горские евреи и другие. Там же приводятся факты о том, что чеченцы вступали в браки с казаками и русскими беглецами, несли службу у русских царей еще в XVI-XVII веках, иногда принимали русскую культуру и отказывались от ислама, ассимилировали беглых крестьян, солдат и переселенцев. По данным переписи населения СССР 1989 года, в ЧССР проживали представители около 70 национальностей. Чечня всегда была многонациональной территорией. Так что обвинять ингушей в смешанности – это максимум лицемерия, минимум невежества. Мы знаем, чеченцы всегда считали Алгай своего народа, так как тейпы Белгай, Бэхпи, Салавой, Озвай, Евлой и другие – это чеченские тейпы, что подтверждают и историки, и путешественники в своих книгах и в заметках. А ингуши, как мы видим из выше приведенных источников, это искусственно созданный проект царской России, который назвали ингушами беглецов из разных обществ, поселивших на землях принадлежащих чеченцам и кабардинцам, в виде Прокопской России на Кавказе. Как видим видео, в котором заявляет, что ингушские тейпы – это якобы чеченские тейпы, а ингуши – искусственно созданный народ. Но где доказательства? Архивы? Этнографические данные? Хоть что-нибудь? Ничего. Просто слова, просто крик в пустоту, рассчитанный на невежественную аудиторию. Он показывает документ Шукри Дахтилькова, хотя этот человек не историк, а обычный краевед, который записывал слухи без разбора. Даже в этом документе не сказано, что ингушские тейпы принадлежат чеченцам. Там максимум звучит слово «выходцы», и то без контекста. А значит, никакой это не аргумент, это манипуляция.
Далее он ссылается на книгу Азы Чербижевой, где якобы доказано, что ингушские фамилии пришли из Абхазии, Хевсуретии и так далее. Но и эта книга не научный труд, а смесь личных версий и домыслов. Там нет архивных документов, нет ссылок, нет научных источников. Но псевдоисторикам этого хватает, лишь бы оболгать ингушей. А теперь вдумайтесь, в чеченских же официальных изданиях прямо говорится, что чеченцы – полиэтничный народ. Там сами авторы признают, что в состав чеченцев вошли русские беглецы, казаки, евреи, армяне, кумыки и многие другие. Чечня традиционно многонациональна. И это нормально. Так кто же искусственно создан? Кто ассимилировал десятки народов и теперь пытается выдать это за чистую кровь? Мы, ингуши, не нуждаемся в лжи. У нас есть башни, есть родословные, есть тейпы с тысячелетней историей, а у них только громкие слова, без единого документа. Итак, я разоблачаю чеченского блогера, который искажает информацию. Шукри Дахкильгава, краеведа, а не историка. Азу Чербижеву, чья книга полна недоказанных версий. Юни Успанова, очередного ретранслятора фейков. И всю эту волну псевдоисториков, которые строят свою ложь на слухах и выдернутых словах. Историю ингушей нельзя исказить. Она стоит на башнях, в наших тейпах, в нашей памяти и в наших архивах. Мы не нуждаемся в выдумках, потому что правда на нашей стороне. Поддержите этот ролик, если вы за истину. Делитесь, подписывайтесь и не дайте фейкам запудрить мозги нашей молодежи.